На Международной военной олимпиаде, организованной Китаем, китайские спортсмены систематически использовали обман, за что и были дисквалифицированы. Судьи обнаружили, что китайским бегунам и спортсменам помогли, заранее подготовив короткие пути и специальные знаки. Международная военная олимпиада, которая проводится каждые 4 года, в Поднебесной проходит впервые. На данный момент при помощи мошенничества Китай выиграл в 2 раза больше золотых медалей по сравнению с его ближайшим конкурентом. В Англии были задержаны еще 2 человека по подозрению в причастности к убийству 39 человек, найденных в грузовике в промышленном районе Уотерглейд. Следствие продолжается. Полиция заявила, что предположительно жертвы, среди которых было 8 женщин, являются гражданами Китая, и сообщила, что точная информация будет получена после вскрытия и идентификации. В связи со смертью 39 человек, которые, вероятнее всего, замерзли в холодильном отсеке грузовика, температура заморозки которого достигает до минус 25, задержаны 38-летний мужчина и женщина того же возраста. Число погибших во время столкновения демонстрантов и сил безопасности в Багдаде и его южных регионах достигло 30 человек. Согласно письменному заявлению Иракского Верховного комиссариата по правам человека, столкновения произошли между демонстрантами и силами безопасности, а также специализированной охраной, защищающей здания политических партий. В результате инцидентов, включая сотрудников сил безопасности, пострадали 2047 человек. Кроме Ирака, протесты продолжаются в Эфиопии и Ливане. В результате взрыва бомбы, приведенной в действие смертником, в Джалалабаде, являющемся центром афганской провинции Нангархар, погибло 5 человек. Пресс-секретарь губернатора Нангархара Атаула Хогьяни сообщил, что смертник подорвал бомбу в 4-й зоне Джалалабада, приблизившись к автоколонне, перевозившей афганских разведчиков. Погибло 2 мирных жителя и 3 сотрудника спецслужб. 6 разведчиков и 15 мирных жителей получили различные ранения. Президент США Дональд Трамп назвал расследование по делу вмешательства России в президентскую избирательную кампанию 2016 года худшим обманом в истории США. На выходе из Белого дома Трамп сделал заявление о возбужденном Министерством юстиции уголовном расследовании в отношении проведения российского расследования, совершенного в прошлом году, и которое привело к полемике, продолжавшейся в США в течение 2 лет. Расследованием занимается Министерство юстиции и министр Барр. Думаю, вы увидите вещи, в которые никто не верит. Это расследование является худшим обманом в истории нашей страны, заявил Трамп.